Инструктаж Виктор Корнеев провел. Итак, первый четвертьфинал в полусреднем весе. Алтынбек Мамашев против Альберта Туменова. В красном углу Альберт, синим Алтынбек. Готовы? Первый раунд. Смотрим. Все победы Алтынбек Мамашев в своей карьере одержал досрочно. Ну, а что касается Альберта, наверняка многие из вас помнят и знают, что он именно вырубает своих оппонентов. Не всегда. У него довольно много побед решением. Приемом Альберт, кажется, еще ни разу не выигрывал. Да, мы помним поединок, если мне не изменяет память, с Бесланом Ушуковым, где тот самый коронный, Правый апперкот, роковой, я бы его также назвал. Он поставил точку в том противостоянии. В общем, всегда нужно этого опасаться. Я думаю, что как раз очень много в проработку брал именно этот элемент Алтынбек. Ну и не будем забывать, как тот апперкот прошел. Это же не просто так случилось. Была очень серьезная подготовительная работа. Прикармливал Альберта Ушукова довольно долго. Очень много финтов было. И только потом уже, как раз в начале второго, донес удар до цели. Очень аккуратно поджимает Альберт соперника. Джеб. И еще один удар. Дошел до цели. Пока никуда не торопится Альберт Туменов. Так, набирает ход. И Алтынбек тоже максимально аккуратен. Вот есть определенное качество Альберта Туменова. Он умеет как-то усыплять бдительность соперников. И затем очень коротко отвечает. Быстро. Хороший стартовый взрыв. Пока работает больше джеб, чем Алтынбек ответит. С одной стороны, конечно, Альберт Туменов — это большое имя в мире ММА. Но здесь четвертьфинал Гран-при, большие призовые. И вот этот излишний пиетет совершенно ни к чему. Хорошо достал левым боковым. Были несколькими мгновениями ранее. Альберт здесь пошел вперед. Так, право-лево, меняя корпус. Пока Альберт смотрит за соперником, за тем, как он двигается, как он уходит. Осторожная работа. Было неплохо. Да. Огрызается Алтынбек. И здесь правый прямой попадает уже Альберт. Алтынбек был очень близок к той атаке. И, возможно, именно тот удар немного разозлил Туменова. Причем психологически много не нагружает здесь Альберт Туменов своего оппонента каким-то бесконечным раздергиванием. Просто ищет возможность. Да, и пока еще не было ни одного апперкота. Плотно. Да, хлестка по корпусу. Хороший ответ. Мамашев хорошо ждет. Нельзя зевать Альберту Туменову. Алтынбек очень опасно может наказать. Поменял стойку, и тут же атака по внутренней стороне бедра. Получилось прямо в коленную чашечку. Еще одна порция финтов. Немного увеличивает темп Альберт. Довольно длинные руки у Мамашева. Да, еще раз хочется сказать, не надо недооценивать этого кыргызстанского бойца. Он в этом гран-при совершенно не случайно. Очень осторожно идет вперед Туменов. Хорошая попытка, но рука на месте. Пока не видит возможности. Альберт для чистого попадания. Вновь передняя рука в деле. Правый прямой, и на хай-кик не решился. Да, выжидательную позицию занял Мамашев, но опять же, два раза уже в первом раунде он очень опасно отвечал. И один раз попал. Интересно, была ли эта комбинация, вот это левый боковой, правый прямой и колено, в попытке защищаться от борьбы? Наработка такая.
Постепенно подходит к концу первый раунд. Вот тот самый правый апперкот. Но не от Альберта. Что ж, довольно интересный раунд. И здесь наверное, Альберт. Голову. а вот здесь начинает уже резать угол. Алтенбек начинает запирать. Альберта Туменова готовит удар справа. Вынуждает Эйнштейна активно двигаться, и он выходит. И опять левая передняя. Кинжальный джеб. А теперь такой же хлесткий боковой в связке. Мамашеву нельзя играть в игру Альберта. Вот так вот перебивать на дистанции, учитывая быстрые ноги Альберта. Очень сложно. Рубка — это то, что Альберту не надо, да, наверное, любому бойцу. А вот как раз-таки взвинтить темп, форсировать все, это вполне. Еще один нырок, и там пытается что-то донести до Альберта. Его брат Биберт хвалит его. И еще один лоу-кик. Чуть больше минуты до конца второго раунда. И при этом обратите внимание, как атлетично сложен Алтенбек. Шикарное попадание справа от него. Вот сейчас начал Алтенбек делать то, что нужно. Нагружать центральную нервную систему как раз-таки вот этими финтами. Мучить Альберта и заставлять его нервничать и передвигаться. А не в расслабленной манере сочинять уже что-то свое. И еще один удар по корпусу. Успел посмотреть свой угол и даже показать палец Альберт Туменов. Начинает чуть больше работать Алтенбек Мамашев. Чуть больше работать первым номером именно. А вот лоу-кики могут сыграть свою роль, потому что с левой ногой у Мамашева могут возникнуть и проблемы. 17-8 по ударам ногами в пользу Альберта. И джеб. 10 секунд, бойцы. Колено! И вот здесь, по-моему, максимально жестко попал за все время Алтенбек. Переваливаемся мы потихонечку во вторую часть этого спектакля, бойцовского спектакля. Участием Алтенбека Мамашева и Альберта Туменова. И вот здесь начнется самое интересное. Вопросы кондиции, выносливости, пропущенных ударов. Все будет сказываться. И появятся уже слабые моменты у каждого из них. Все больше и больше будут проявляться. Вот как раз вопрос адаптации бокса в ММА. Это вопрос, который совершенно точно можно задать Альберту Туменову и его дяде. Кажется, что корректировка была произведена, но она сделана минимальным образом. И самое главное, сохраняя максимальную эффективность. Ну да, безусловно, работа в тонких перчатках, финтусака, как называют. Это больше, какая скорость. На скорость, хотелось сказать. Совершенно верно. Плюс с ближней дистанции очень удобно работать, потому что пролезает эта перчатка сквозь клинч. И можно с близкого расстояния вырубить. И также не забывает про левую ногу соперника. Альберт Туменов по корпусу хороший ответ от Алтенбека. Левый боковой. Не забывает Альберт то, что оппонент делает это очень быстро, перехитрил, взбодрил левым хайкиком. И Алтенбека, и публику, судя по всему. Но хотел бы обратить внимание, что вообще, как будто с гуся вода, вообще ничего не произошло с Алтенбеком. Да, он хорошо держит. Сайдкиков очень много. Лоу-киков тоже хватает. И еще раз по защите. Успевает правую руку поднимать Алтенбек. Если бы не эта внимательность Алтенбека, к сожалению, этот бой бы закончился уже для него гораздо раньше. Да, очень хорошо держит, действительно, Мамашев. Интересная атака с разножки была у Альберта Туменова в предыдущем раунде. Под занавес. Может быть, что-то такое придумает и здесь. Здорово. Выстрелил и опять ушел
свою вот эту пещеру, из которой пока невозможно выковырить Алтынбеку Мамашеву Альберта Туменова. Середина боя. По-прежнему неплохо двигается Туменов. Запереть его очень сложно. Обратите внимание, скорость у Туменова что в первом, что во втором, что в третьем раунде. А в третьем, по-моему, еще больше прибавил, честно говоря. А из чего сделана левая нога у Алтынбека? У него бедро со всех сторон уже обработано. Оно все красное с внутренней стороны. Удар по животу. Меняет этажи, меняет углы, меняет стороны атак. Алтынбек, понятное дело, что недоволен всем этим. Но он отвечает очень-очень редко. Да, у него было 2-3 попадания за весь бой. Они были очень жесткие. Но этого мало. Задергал здесь, задергал Альберт. Попытка была в одну ногу пройти. Выход из клинча был неплохим для Алтынбека. 1,5 минуты. Здорово опять достал корпус Альберт. Мажет Мамашев. Не ударили в пак здесь. Все по правилам. Остановка не требуется. Да, судя по тому, что никаких сигналов не поступало по этому поводу, все в порядке. Да, продолжает заниматься истязанием ближней ноги Туменов. И посмотрите по игре дважды. Вот те самые калф-кики. И здесь очень аккуратно джебом сохраняет дистанцию. Еще раз. Отходит назад. Заряжается Алтынбек. Когда же будет атака? Там уже клетка чуть не сломалась. Да, вовремя убирает Мамашев ногу и правой рукой достает до корпуса. То же самое обоюдно делает Альберт. Есть. Фирменный удар также от Альберта Туменова. Вот этот правый через руку. Сверху вниз. Вот такой четкой диагонали. И все. Последнее мгновение. Не бежит, не проваливается Алтынбек. Видно, что он очень серьезно подготовился к Альберту. Начинаются. 4-й раунд вашему вниманию. И сразу же Альберт продолжает свою работу. Сперва по левой ноге. И правый прямой опять хайкик. Но чувствуется, что наработана комбинация. Возможно, именно под Алтынбека. Я бы опять хотел сказать о скорости, которая сохраняется на прежнем уровне. Не так много пространства за спиной у Альберта. И именно поэтому он активно начинает перемещаться. Меняет стойки, финтит. Здесь пропустил. Создает неплохие предпосылки Алтынбек для атаки. Но затем застревает в такой полупозиции. Поддавливает Алтынбек. И еще один удар. И чувствуется, что проблема-то с ногой есть. Но при этом стойку не меняет Мамашев. А вот здесь двойка пропустил в голову. Бросается в борьбу, это показатель уже. И колено отличное было на сближении. Может быть, вот так стоит попытаться варианты привнести в этот поединок. Все чаще приходится защищаться, опускать руки ниже, открывает голову. То есть все время меняет этажи атак Альберт Туменов. То ногой по бедру, то по корпусу, то в голову. Вот удивительно, это же вот не назвать ни в коем случае никаким избиением, но это так безальтернативно выглядит, к сожалению. Это Эйнштейн, это бойцовский IQ. Все, что нужно делать Алтынбеку, это быть вариативным. Вот именно поэтому чемпион Виталий Слепенко и очень хочет встретиться именно с Альбертом Туменовым. Проверить себя с таким бойцом, это дорогого стоит.
Это будет крутая шахматная партия. Пока у нас идет 4-й раунд поединка Мамашев-Туменов. И извините меня, если Альберт сегодня выигрывает, он оказывается в полуфинале. А Виталию Слепенко, несмотря на то, что он чемпион, в этот полуфинал еще нужно попасть. Да, и там будут не какие-то соперники, о которых никто не знает, а тех ребят, которых все ждут. Ну и как минимум все ждут реванш Виталия и Вагаева. Ой, шикарная работа. Левый мидл-кик из правой прилетела. С левой в челюсть от Туменова. И вот здесь прихватил Алтенбек. Да, пытается провести гильотину, вкладывается, выбирается Альберт Туменов. 2 минуты до конца 4-го отрезка. Внимательно следит Альберт за движениями соперника. Но опять же, Туменов умеет работать и первым номером, и вторым. Здорово. Очень плотный был сейчас по корпусу от Алтенбека. А не начал ли Альберт немного уставать? Это будет супер неожиданно на самом деле. Потому что не форсируя, проводя в среднем темпе весь поединок, устать сейчас, наверное, было бы большой ошибкой с его стороны. Еще один удар по бедру. Немного снизил темп Альберт. Он продолжил идти вперед. Тармагомед Гаджидаудов призывает работать ногами Алтенбека Мамашева. Какой же плотный мидл-кик в область печени. Было бы здорово замедленный повтор посмотреть потом в хайлайтах где-нибудь в подборке. Ну, руки-то опустились, и, возможно, скоро будет переход на голову. Чуть больше 30 секунд. И здесь быстрее Альберт. И здесь он быстрее, проворнее. На полшажочка, но быстрее. Вновь страдает передняя нога. Который раз. Еще. Уже с другой стороны. Поменял стойку. Вернулся обратно. Возможно, Алтенбеку после этого боя придется левую ногу просто заморозить. Хорошая комбинация на сближение. Челюсть очень крепкая у Алтенбека. Тут был прямой, абсолютно четкий в бороду, но стоит как вкопанный Мамашев. Будет ли он решающим? Сомневаюсь, если будет идет до решения, потому что очевидно преимущество Альберта по очкам. А вот если Алтенбек сможет совершить чудо и выиграть досрочно, тогда да. Тогда этот бой войдет в историю 100%. Опять под давлением приходится работать постоянно с движением назад. Туменову он отстреливается и пошел вперед. Алтенбек, это видно, здесь ва-банк идет. Кыргызский боец и делает все правильно. Лоу-кик по внутренней стороне бедра. И обратите внимание, как работает на уклонах Альберт Туменов. Это тоже чисто боксерская техника. Такие глубокие, низкие, плавные. Казалось бы, не быстрые, но не попадают люди. Да, были сложные бои, и многие из вас скажут, а как же бой против Эдвардса. Это было давно, и никто это не отрицает. Был сложный бой с Нельсоном. Здесь джеб в разрез. Но Нельсон все-таки борец, джитсер. Хотя по базе, насколько я помню, тоже каратист. Ищет эту возможность. Как раз твой апперкот. Но, ух ты, какая связка от Туменова, какие уклоны и какой уход. Это просто концерт. Симфонический. Инициатива. Сейчас Алтенбек. Он злится, он понимает, что времени не так много. И нужно как-то выводить из зоны комфорта Альберта Туменова. Но очень трудно это делать, когда ты постоянно пропускаешь, двигаясь вперед, и не можешь догнать соперника. Вот заряжаешься справа, мажешь, и опять дистанция. А ведь чем больше промахивается Алтенбек, тем тяжелее ему все больше и больше восстанавливаться и как-то психологически пытаться начинать новые атаки.
Да, как же часто мы говорили после боев Альберта Туменова. О, попал здесь, здорово! Как же часто мы говорили, что это отличный бой для его соперника, для его роста, для получения опыта и так далее. Но сейчас в этом бою, кажется, Альберт пропустил чуть больше обычного. Есть сечка вот как раз на носу. И просто же так она взялась. Ну и опять корпус. Да, при том, что по очкам Альберт ведет, и он выбросил огромное количество ударов. С точки зрения тоннажа, удары и попадания Алтынбека были очень мощными. Обрати внимание на печень. Вот сейчас правую руку, когда поднимает. Там все красное. Просто кошмарно. Да, дистанция последние 2 минуты в этом противостоянии. Нет, не попадет. Пока не попадет. И вновь так погрозил пальцем. Давай зарубимся. И пытается Алтынбек вывести из психологического равновесия Альберта. Ему нужна драка. Такая, бесшабашная, без защиты. Но Туменов так никогда себя не вел. Чуть больше минуты. Мало пространства. И опять нужно уходить Альберту. Тяжелый бой получается для Туменова. Со стороны кажется, что все легко и просто. Но на самом деле это 5 раундов. Тяжелый был бой у Альберта и с Гаджимурадом Хирмагомедовым. И сейчас. А ведь мог включиться Туменов и справа пробить, но не стал. Вот сейчас уже определенный прагматизм. Конечно, но об этом и говорил Кирилл Корнилов как раз, что слишком высока цена ошибки. Нельзя ошибаться. Нельзя безрассудные вот такие бесшабашные размены пускаться и ставить под угрозу. А лучше вот так уничтожать ногу, например, и лишать передвижения. 80-36 в пользу Туменова по точным попаданиям. А вообще вот цифры 100 он уже достиг по выброшенным. Да, парни приехали на перестрелку сегодня. И больше всего патронов оказалось у Альберта Туменова. А левую ногу все-таки Альберт так и не пробил. Все, бой завершен. Agreement, scoring the same, 52-45. И судья номер 3, 49-46. George number 3 scored about 49-46. Таким образом, единогласным решением судей одержал победу и отправляется в полуфинал Гран-при полусреднего веса. Your winner by unanimous decision and goes to welterweight Grand Prix semifinal, Albert Einstein Tumenov.